В эфире информационная программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. В Якутске прошло окружное совещание Россельхоза. Главными итогами прошлого года в Якутии стали резкое сокращение лесных пожаров и снижение объемов незаконных вырубок. Развитие Алданского района до 2030 года проинспектировал глава республики Айсен Николаев. Узнаем, какие значимые объекты он обошел. В Нюрингвинском районе зафиксирована положительная динамика в сфере дорожной безопасности. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 16,5%. В Театре малочисленных коренных народов Северо-Якутии состоится премьера о легендарном этнографе. Узнаем, что ожидает зрителей. В Якутске стартовал чемпионат республики по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Узнаем, как проходят соревнования. Сегодня утром в детском саду «Белочка» города Якутска произошел несчастный случай. Воспитанник старшей группы выпал из окна спальни. По информации Министерства образования и науки Якутии, ребенок самостоятельно забрался на подоконник и открыл окно во время подготовки к завтраку. Воспитатель пыталась удержать его за одежду, но падения избежать не удалось. К счастью, ребенок упал в сугроб и после оперативного медицинского обследования был отпущен домой. По данному факту организована служебная проверка. Ситуация находится на строгом контроле ведомства. В России планируется запуск цифровой платформы на базе ГИС ЖКХ, которая позволит в автоматизированном режиме информировать граждан о задолженности и подготавливать документы для ее взыскания. По словам депутата, до февраля 2028 года будет принят федеральный закон, закрепляющий работу новой системы. Нововведение направлено на цифровизацию уже действующих процедур, что поможет повысить прозрачность расчетов и снизить административные издержки. При этом новые штрафы или основания для взыскания вводиться не будут. В Якутске прошло окружное совещание Россельхоза, посвященное лесному хозяйству Дальнего Востока. Главными итогами прошлого года в Якутии стали резкое сокращение лесных пожаров и снижение объемов незаконных вырубок. Республика продолжает активное лесовосстановление и внедрение новой федеральной информационной системы. Цифровой мониторинг обеспечит постоянный контроль за ресурсами и поможет оперативнее охранять лесные богатства региона. Передача и вообще исполнение переданных полномочий, оно, безусловно, связано как с четким, понятным федеральным финансированием и строго поставленными задачами. Поэтому сегодня, что касается Республики Саха-Якутия, республика выполняет переданные полномочия и, прежде всего, по задаче, связанной с восстановлением лесов. Регион вкладывает существенные средства, кроме средств федерального бюджета, в осуществление переданных полномочий в области лесных отношений. Причем это, опять же, как история с пожарами, так и лесовосстановление. Исполнение указа о социально-экономическом развитии Алданского района до 2030 года проинспектировал глава республики Айсен Николаев. Вместе с ним на объектах побывали и наши корреспонденты. Сроки исполнения указа главы республики о развитии Алданского района подходят к середине пути. За 3 с небольшим года было введено немало объектов социального и производственного характера. Вот и на этот раз глава республики открыл очередной – Нижнекуранахскую детскую школу искусств. Поздравляем всех с открытием Нижнекуранахской детской школы искусств. Здание почти в 1000 квадратных метров было реконструировано и отремонтировано. Теперь здесь будут воспитывать юных художников, музыкантов и артистов. Сейчас у нас просто такие просторы для творческой деятельности и столько возможностей. Мы надеемся, что мы все это реализуем. Куранахская школа – результат государственно-частного партнерства. Весомую финансовую поддержку для ее появления оказала золотодобывающая компания «Полюс Алдан», которая расположена в Куранахе. Вот сегодня замечательный объект мы открыли в Нижнем Куранахе благодаря фонду будущих поколений и компании «Полюс». Полностью по новой перестроен здание бывшего детского сада в Нижнем Куранахе. И там сейчас появилась детская школа искусств. Ребята просто замечательные, так красиво поют, играют.
В указ главы входят не только социальные объекты, но и развитие промышленного производства. К примеру, в прошлом году в районе горнодобывающая компания «Селигдар» ввела в строй золотоизвлекательную фабрику. В поселениях появляются новые теплоцентрали, продолжается работа по газификации населенных пунктов. К 30 году должен быть создан Алданский промышленный кластер, который свяжет практически все существующие и новые производительные силы. Тому способствует развитие транспортной логистики. Айсен Николаев побывал в депо железных дорог Якутии, где производят ремонт подвижного состава. Реализация указа, подписанная мною летом 2022 года, идет неплохо. Мы видим достаточно серьезные изменения в социально-экономическом развитии района. И если говорить об экономике, достаточно уверенно здесь развивается золотодобыча, открываются новые фабрики, открываются новые производства. Ну и самое главное, кроме золота, многие отрасли развиваются. Хорошо идет вперед железные дороги Якутии, которые не только свой основной бизнес развивают, но и строительные развивают, и даже сельское хозяйство. Поэтому такие примеры можно только поддерживать. В целом глава республики отметил набранные темпы по освоению района. Однако расслабляться не стоит, так как главной задачей является повышение уровня жизни населения. Большой объем работы здесь проделан по аварийному жилью, по переселению граждан из аварийного жилья. Но здесь, еще раз говорю, расслабляться никак нельзя. Нам еще много предстоит сделать, чтобы полностью решить эту проблему в Алданском районе. Опережающее развитие социальной инфраструктуры для обеспечения качества человеческого капитала – вот основная цель указа главы республики. Для ее достижения необходимы политическая воля и консолидация всех сил, в том числе и населения района. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. В Мирнинском районе прошла серия совещаний, посвященных развитию социальной инфраструктуры. Главными инициативами стали запуск грантового конкурса для поддержки местных идей и создание передвижного диагностического центра. Подробности узнаем далее в сюжете. Особое внимание на коллегии было уделено вопросам трудоустройства, экологии и подготовки к выборам в Государственную Думу. Не остались без внимания и насущные проблемы, такие как ремонт дорог, соединяющих отдаленные населенные пункты Светлый, Сюльдюкар и Тасюрях. Действительно, на территории Батубинского наслега находится большинство лицензионных участков недропользователей. И это, конечно, накладывает определенный отпечаток и на традиционный уклад жизни, и на хозяйственную деятельность недропользователей, которые ведут деятельность непосредственно на территории нашего наслега, помогают в социально-экономическом развитии поселения, участвуют в наших мероприятиях социальных. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы это было более слаженно, на постоянной основе. Важным аспектом сотрудничества с недропользователями стало усилие контроля за деятельностью подрядных организаций. Особое внимание было уделено вопросам водопользования и современной постановки всех подрядчиков и субподрядчиков на налоговый учет. Такая мера призвана обеспечить прозрачность финансовых потоков и минимизировать риски, связанные с недобросовестными исполнителями. Традиционно обсуждались актуальные вопросы социально-экономического сотрудничества, конкретных мероприятий, участия недропользователей в подготовке к противопожарному сезону, к противопаводковому сезону. Намечены планы на 2026 год, и, как я уже сказал, это у нас ежегодные мероприятия, то есть помимо того, что мы обсуждаем плана, мы подводим итоги предыдущего года, в том числе исполнение предыдущих протоколов. В заключение глава района Александр Басыров поблагодарил всех участников коллегии за совместную работу и выразил просьбу рассмотреть актуальные вопросы в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик. Дальнейшее взаимодействие между муниципалитетом и крупными недропользователями будет строиться на основе взаимного доверия и ответственности за социально-экономическое благополучие Мирнинского района. Анна Васильева, Мирный.
В Нюрнбергском районе зафиксирована положительная динамика в сфере дорожной безопасности. По итогам прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 16,5%. Всего сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 6939 правонарушений. Особое внимание в отчете уделено грубым нарушениям, напрямую влияющим на аварийность. Пресечен 131 случай управления автомобилем в состоянии опьянения. Из них 16 повторно. Зафиксировано 662 выезда на встречную полосу и 26 фактов вождения лицами, ранее лишенными прав. Статистика подчеркивает важность усиления контроля за соблюдением ПТД для сохранения жизни и здоровья граждан. Получено 96 постановлений о лишении права управления транспортного средства. Вынесено 50 постановлений об административном аресте. На этот год отделом госавтоинспекции Нюрнбергского района запланированы профилактические мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах Нюрнбергского района. В преддверии Дня защитника Отечества глава республики вручил награды участникам специальной военной операции. Указом Владимира Путина медали за отвагу и самоотверженность получили 5 якутян. Посмертно орденом мужества удостоен ефрейтор Николай Тихонов, погибший при исполнении воинского долга. Награду получили родители и сыновья бойца. Благодарность якутским волонтерам выразили власти Луганской Народной Республики знаком за гуманитарную помощь. Отмечены 6 добровольцев. Волонтерской деятельностью я начала заниматься в марте 22 года, когда старший сын стал участником специальной военной операции. Я создала группу матерей и начала общаться с ними. В первую очередь благодарность, что именно оценили нашу работу. Быть волонтером – это непросто, это призвание. Будем работать дальше. В молодежном центре «Патриот» провели торжественное мероприятие от Аюнского до на столетия военного образования Якутии. Юбилей приурочили к открытию в 1926 году Якутской национальной военной школы, подготовивших около 900 младших командиров. В рамках мероприятия работала выставка, посвященная памяти погибших героев и тематических картин и фотографий. Прошли мастер-классы по сборке, разборке автомата, письма солдатам, тактической медицине и управлению БПЛА. Также состоялась лекция о современных героях и сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Завершился день показом документального фильма «Алдан» и встречей с режиссером Дмитрием Кольцовым. Мероприятие данное очень важно влияет на патриотическое развитие нашей молодежи, потому что они как бы получают связь поколений. Информация об ЯНВШ была, скажем так, известна только специалистам, узкому кругу людей. И благодаря этому мероприятию мы выносим их на широкий круг. Явно, что в каждом наследии есть свой выпускник ЯНВШ. И ребята, которые посмотрели передачи, либо поучаствовали в наших непосредственных мероприятиях, будут интересоваться историей. В зимний период якутские бойцы на зоне СВО получают флисовые костюмы, сшитые на родине. Матери со всей Якутии объединяются в республиканском движении «Тепло рук», чтобы изготовить теплую и удобную одежду для военнослужащих. Подробнее о работе добровольческого швейного цеха расскажет моя коллега Диана Антонова. Республиканское добровольческое движение «Тепло рук» вот уже 4 года беспрерывно снабжает бойцов комплектами одежды первой необходимости. Обычно в комплект входит костюм, тактическая рубашка, теплые портянки, балаклава, дождевик и другое. В зависимости от сезона содержимое меняется. Сейчас холодное время года, основная составляющая – это костюмы, сшитые из флиса. Мэрия нам дала субсидию на 200 тысяч нынче, недавно. И мы на эти деньги купили 14 рулонов флиса. Он, как сказать, утепленный, в них очень удобно. Я вот предпочитаю флис, я вот с него начала как-то шить, он такой мягкий, уютный, мне кажется, ребята должны сразу вспомнить, им становится тепло, они, наверное, вспоминают о доме, когда его одевают. Помимо стандартных военных костюмов есть изготовленные под заказ. Куртки и брюки по меркам бойцов, также подшитые специальными деталями. В ответ на свою работу волонтеры получают активную обратную связь от самих военнослужащих. В
цехе одежду шьют в основном на швейных машинках, а также вяжут вручную специальные шапки, которые особо удобно носить под касками. Вот этот вот мальчик, он первый, кто вот именно он заказывал эту шапочку. С этого времени я начала еще и вязать. Научилась я с помощью его вязать крючком. И вот теперь мы вяжем вот такие вот шапочки для них. И мы называем их подкасники. Члены волонтерского движения – это женщины-матери со всей Якутии, которые работают вместе аж с 2022 года. Сначала это была всего лишь одна группа в Якутске, потом к ним начали присоединяться из других районов, а сегодня это уже целое республиканское движение. Пришли сюда, у нас было 4 человека вместе с Ириной Егоровной и 4 машинки. Одна из них подольская ручная. Вот на них мы и начинали шить. Сперва шили для лекарств аптечки, потом появилась ткань. Мы стали уже шить и флисовые костюмы. Мы очень хорошо расширились. Девчонки у нас хорошие все. Работящие. Сейчас непростое для всех время волонтеры становятся живым примером того, как важно оставаться неравнодушным. Так, члены добровольческого движения шьют для бойцов не просто форменную одежду, а одежду, которая хранит тепло и любовь материнских рук. Диана Антонова, Семен Семенов, Якутск. Дошколята города Ленска продемонстрировали дух патриотизма в очередном конкурсе песни и строя. Свои умения в точности выполнения команд маршировки в колонии. В выразительном исполнении песни продемонстрировали 7 команд. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Одетые в символическую форму различных родов войск, ребята торжественным маршем вошли в зал. Большое впечатление на маленьких участников конкурса произвело показательное выступление отряда юноармейцев. После чего участников конкурса песни и строя приветствовали представитель службы МЧС, участники специальной военной операции, которые были в жюри, и руководитель районного управления образования. Мирного неба, счастья, улыбок, смеха. И пусть сегодня выиграет сильнейший. Далее наступила очередь выступлений. Все было по-настоящему. Выполнение команд «Равняйся», «Смирно», «Направо», «Налево», «Кругом» и прохождение по залу. Расхождение и исполнение строевой песни. Ребята все четко выполняли, а командиры уверенно отдавали рапорт главнокомандующему конкурса. Чеканя шаг, ровным строем прошли отряды танкисты, пограничники, десантники, летчики и моряки. Большой поддержкой для ребят стали гости, среди которых родители, бабушки и дедушки и воспитатели. Судило конкурсантов ответственное и справедливое жюри, которым, надо сказать, было непросто. Все ребята были хорошо подготовлены, ярко, красиво, эмоционально выступили все. Каждый старался и очень переживал. Я думаю, все, третье место. А нет, первое место. Первое место, да, очень. Что было самое сложное? Самое сложное для меня это было маршировать самое легкое. Сложно было это повороты. Да, мы старались. У меня маршировка это плохо. Я когда ошибаюсь, я ноги как-то меняю, чтобы подстроиться обратно. И вот у меня получается. Вручая грамоты, организаторы отметили, что это не просто соревнование, а возможность увидеть, как дети учатся быть дружными, дисциплинированными и уверенными в себе. Второй год подряд первое место заняли воспитанники детского сада «Сардана». Я командую четко, у меня голос поставлен. Справились, хорошо справились. Наши ребята еще спортсмены. В прошлом году было первый раз, было волнительно. В этом году уже нормально, на автомате.
Просмотр песни из строя стал доброй традицией для воспитанников детских садов и призван воспитывать чувство гордости за российскую армию, любовь и чувство долга перед Родиной. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В фотографиях «Жизнь всей республики» в Якутске состоялась презентация книги журналиста Родиона Кривогорницына. В книге собраны снимки Василия Дахунаева, ученого, биолога, краеведа и фотодокументалиста. Подробности расскажем в следующем сюжете. Василий Дахунаев обладал многогранным талантом. Будучи кандидатом биологических наук, он одним из первых занялся изучением акклиматизации растений в Якутии. А свободное время Василий Николаевич посвящал любимому хобби – фотографии. Во второй половине 20 века в его объектив попали значимые для республики личности – от спортсменов до артистов. Ну вот он всегда вникал туда, там, где вот. И такие моменты снимал. Я очень рада, что вот Анигина туда, Евдокия Степанова, какие они молодые, и в общем, они в полете своей, в творчестве своего. И вот он ловил вот эти моменты. И сейчас вот это просто красота. Дахунаева можно назвать летописцем нашей истории. На его снимках родной Абыйский край и виды меняющейся и бурно развивающейся столицы, простые якутские труженики и даже суперзвезда Советского Союза Юрий Гагарин. Но одной Якутии творчество фотографа не ограничивается. В 1956 году в составе туристической группы Советского Союза выехал Китай. Китайская Народная Республика тогда как раз, по-моему, у них это 50 лет создания государства было. Попал прямо в Пекине, был в центре вот этого торжества на площади. И он стал снимать это торжество, их мероприятия, юбилейные мероприятия, и около президиума, прямо президиума самого Масидона. Каждый кадр в альбоме – немой свидетель давно ушедшей эпохи. Но благодаря Василию Николаевичу столько людей, событий и мест будет продолжать жить в памяти будущих поколений. Ржана Гармаева, Виктор Дичковский, Якутск. Музей музыки и фольклора народов Якутии провели вечер памяти заслуженного работника культуры республики, сказителя и мастера горлового пения Максима Дудкина. Он внес значительный вклад в сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера и развитие эвенского кругового танца. В ходе вечера гостям показали архивные видеозаписи, прозвучали памятные слова и воспоминания. Участникам раздали буклеты с QR-кодами, ведущими на видеомемуар, мастер-класс по танцу и запись его выступления на международной конференции. Он был таким носителем именно древних знаний о культуре коренных народов Севера и Арктики. Поэтому, конечно, сегодня мы собрались, чтобы вспомнить Максима Ильича Дудкина, поговорить о том наследии, которое он сегодня оставил для нас. И на самом деле его роль сложно переоценить, потому что вот сейчас у нас, к сожалению, хранителей традиционных знаний, родного языка и культуры с каждым годом все меньше. В Театре малочисленных коренных народов Севера Якутии состоится премьера о легендарном этнографе. Камлания ВИПа представляет спектакль по пьесе Семена Ермолаева «Сен Окер». Постановка основана на реальных событиях из жизни Владимира Багараза, которого чукчи в 1900 году прозвали ВИП – «Пишущий человек». Сюжет повествует о встрече исследователя с шаманом. Попытка задокументировать древний обряд оборачивается для героя глубоким внутренним переломом. Столкновение с миром духов навсегда меняет взгляды пишущего человека на жизнь и священные традиции народов Севера. Противостояние именно шамана и этнографа Владимира Багараза, который приехал именно вот туда, к берегам Чукотки, и собирал материал, этнографический собирал материал, и столкнулся с тем, что веру не всегда можно объяснить логикой науки. Пьеса изначально написана на русском языке. Соответственно, мы тут тоже играем на русском языке. Некоторые вкрапления слова чукотские. У нас тоже, были консультанты и по движениям чукотских танцев, да. Спорт для всех. В Якутске стартовал чемпионат республики по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее о чемпионате в сюжете далее.
55 спортсменов из 11 районов республики и Якутска стали участниками большого регионального чемпионата. Соревнования проходят как в различных весовых категориях, так и в возрастных, от школьников до пожилых людей. В этом же году была введена новая дисциплина для слабовидящих и незрячих. В этом году мы ввели новую дисциплину – классическое троеборье. Если ранее у нас был только жим лежа, то в этом году мы еще для спорта слепых добавили дисциплину классическое троеборье. Одними из участников чемпионата стали Айхал Григорьев и Кирилл Атасов, участвовавшие в жиме лежа. Оба, несмотря на нарушение зрения, регулярно тренируются и стремятся к высоким достижениям в спорте. В особенности интенсивно проходила подготовка к соревнованиям. Подготовка очень хорошо проводилась. В неделю 5 раз тренировались, качались, жали. Думаю, как минимум на КМС претендовать. По стану, по приседу я уже кандидат в мастера спорта. Хотелось бы максимально проявить себя на этих соревнованиях. И, возможно, спустя 2 года стать мастером спорта. У меня такие же цели. Показать сегодня свой максимум. Получить как минимум первый разряд. На сегодняшний день уже более 10 тысяч человек занимаются адаптивным спортом, из которых больше 4 тысяч – это дети. Вместе с тем имеются большие успехи в паралимпийских видах спорта, таких как легкая атлетика, где в сборной команде России присутствуют 4 спортсмена из Якутии, а также вольная борьба. Паралимпийские виды спорта, судоолимпийские виды спорта у нас вышли на новый уровень. Мы уже смело сможем конкурировать со сборной командой Дальневосточного федерального округа и так далее. Уже мы поставили перед тренерами цель, чтобы в 2028 году у нас была паралимпийская и судоолимпийская медаль. В зависимости от результатов участники могут здесь получить спортивные разряды. По итогам же чемпионата из победителей будет сформирована сборная команда республики, которая представит регион на всероссийском чемпионате. София Мельникова, Тимур Колмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. Национальная якутская борьба Хапсагай официально вошла в программу 6-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября этого года. Таким образом, Якутия будет представлена на престижном международном форуме сразу 2 видами спорта – хапсагаем и масс-рестлингом. По словам министра спорта Якутии Леонида Спиридонова, это событие стало результатом масштабной работы, включая создание Международной федерации борьбы хапсагай и успешное проведение первого чемпионата мира. В предстоящих играх ожидается участие около 4000 спортсменов из 90 стран. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.